В республике завершились Колмогоровские чтения. Они проводятся Министерством образования республики, Южным математическим институтом и Владикавказским научным центром. Чтения являются региональным этапом международной конференции школьников, которая проводится в МГУ. О программе, участниках и итогах научно-практической конференции расскажет Вера Абатурова, Тамара Бегиева и Владислав Залишвили. Все они сегодня гости нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо. Я как понимаю, 18-й раз проводится чтение. Можно пару слов об истории самой этой конференции? Первый раз конференция была проведена в 2003 году. Она была приурочена к столетию Андрея Николаевича Колмогорова, академика, известного российского, великого, в общем-то, ученого советского. Вот. Идея принадлежала созданию этой конференции именно в Владикавказском научном центре руководителю ВНЦ, доктору физмат-наук, профессору Анатолию Георгиевичу Кусраеву. И мы хотели какое-то создать мероприятие, которое связано с исследовательской деятельностью ребят, школьников, и с исследовательской деятельностью их учителей. И вот такой симбиоз двух различных направлений, то есть исследование школьников и исследование учителей, превратилась вот в такую конференцию. Она росла по-разному, разные были события, но в итоге вот в этом году она прошла в классическом варианте. А давайте пару слов и об участниках самой конференции, потому что, интересно, кто был героем дня. Интересно, знаете что? Вот мы несколько лет проводим конференцию, вернее, уже 18 лет, да? И вот какая тенденция складывается сейчас? Вот сейчас, и уже в прошлом году так практически было и сейчас, основные участники – это школьники средних классов, с 5 по 8 класс, но еще иногда бывает 9. И казалось бы, какие могут быть исследования там, вот в этом младшем возрасте, что там они знают? Они ничего не знают, еще и конференция, да. Но на самом деле не совсем так. Вот этот вот детский задор, такие горящие глаза, и особенно вот в этом возрасте, и возможность учителю воздействовать на ребенка вот именно с точки зрения продвижения и своего предмета, дают возможность сделать какие-то небольшие, пусть исследований, где еще ничего такого супер выдающегося нет, но тем не менее приобщение к такой вот к научной деятельности, то есть как некая, условно говоря, деловая игра, можно так сказать, да. То есть действительно что-то ребята делают своими руками, или физика, или химия. В математике это сложнее всего делать, естественно, поскольку область знаний чисто такая абстрактная, скажем, да, то есть там прибором является головной мозг человека и знания, которые туда вложены были. Вот. Но тем не менее какие-то новизна, какие-то интересные задачки открываются у детей, что-то делают, так что вот так. Я, насколько знаю, педагоги участвовали? Да, вот и педагоги. Педагоги участвуют уже тоже давно. Для них это такая площадка для апробации, для консультирования с известными учеными в своей области, для показа инновационных техник, технологий, методик, и для некого старта в публикации, в научные журналы, что у нас уже есть. Тамара Борисовна, получилось как-то взаимодействовать с другими педагогами? Случился ли обмен опытом какой-то? Во время работы конференции? Вы знаете, мы и в ассоциации нашей, и, в общем, во время вот таких сезонных или, как сказать, эпизодических конференций, встреч, конечно, очень общаемся и с детьми, и между собой, и обогащаемся, и так далее, и так далее. Это все, конечно, бесспорно. Но я вот как председатель, вернее, тоже вот у истоков с 2003 года я прекрасно помню, как все это начиналось. И могу сказать, вот только даже по нашей вот математической секции, что, безусловно, рост определенный и во всех отношениях развития этого начинания. То есть, даже не количество, а качество работ, тем, интереса. Все это, вот, понимаете, из года в год оно все лучше и лучше. И как-то мы все бьемся друг об друга, подпитываем друг друга. И, в общем, это здорово. Вот в этот раз у нас было 15 участников, 14 участников. И самые разные ребята, 5, 8 и так далее классы. И вот то, что Вера Сергеевна сказала, казалось бы, что может ребенок сделать, что он может открыть и так далее. Он может, я это быстро скажу,
Значит, если это стандартная какая-то задача, например, решение неравенств, он может обогатить каким-то новым нестандартным способом решения. Или задача прикладная, скажем, социология, логика и парламент, решить средствами математическими. Вот такие вещи наши дети делают. Не важен возраст. Это может быть ученик 1 класса, и он может сделать творческую хорошую работу, а может быть десятиклассник, который с этим не всегда справится. Так что вот это начинание, оно очень здорово. В отношении дидактической секции я подтверждаю. Я сама как бы кандидат педнаук, поэтому мне это очень приятно и дорого, что у нас вот учителя участвуют в работе этой секции такой межпредметной и выходят на уровень России, пишут статьи, публикуются, в будущем защищаются. Это здорово. Вот это, если так коротенько. Владислав Борисович, вас что за эти дни впечатлило? Ну, я физик вообще по своей специальности. Потом ушел в геофизику, тоже это физика, но уже с Земли. И вот я просто хочу сказать, когда начинались калмыцкие чтения, это было на моих глазах. Вера Сергеевна совсем юная, мы познакомились, это почти очень долго, давно. И я хочу сказать, ну, совсем молодая девушка, она начинала вот эти, таким азартом. Я как раз приходил и говорил, ну, Анатолий Георгиевич говорит, посмотрите на нее, какая вот она, вот любой вопрос подходишь. Инициативная. Да, инициативная, это было тогда уже очень сильно заметно. И я, честно говоря, как физик, ну, калмыцкое чтение – это математика, понятно, мы ее обязаны знать, я доктор физмат-наук, но, конечно, я больше физик. Но в то же время я помню хорошо по школе, вот если о школьных делах говорить, была Раиса Николаевна, я, честно, фамилию не помню, но это была прекрасная педагог. Она из Сталинграда, по-моему, родом, потом как-то попала во время войны в Грузию. Так вот, я хочу сказать, я решал задачи каким-то нестандартным путем все время. Она мне все время пишет, неправильно решили. Потом ответ, видите, совпадает. Ответ совпадает. Ответ совпадает. Потом иногда не совпадает. И вот надо же было, поступал в университет, и там получилось. Я решил, у меня ответ так, а тогда машина первый раз была, в 1966 году, 10-11 месяцев выпускались. Был огромный конкурс на физический факультет. Я как вспоминаю, 110 человек поступило, ну, поступало 150 или 160 человек, но ограниченно. И вы знаете, вот выяснилось, что я другим путем решил. Тоже решил, но в машине этого не было. Ну, я там ничего не спрашивал, они сами заинтересовались. Но самое интересное, знаете, что вот я увидел, когда меня в прошлом году я впервые возглавил секцию физики на Калмыцком чтении, ну, это для меня совсем было, ну, как-то чуть-чуть, ну, совсем не то, казалось. Ну, когда ребята пришли, я посмотрел их, послушал, мне стало с ними приятно общаться, и вот они так хорошо рассказывали, ну, какие-то... А в этом году мне очень доставило удовольствие, Хабаева, я запомнил, Лизочка, она рассказывала, с какой скоростью движется Баба-Яга, двигалась. И вот это, я был потрясен. То есть наши ребята, ну, мои ученики, они все трое мои аспиранты, один уже докторскую защищает, Мельков Дмитрий Андреевич, Георгий Туаев, он будущий кандидат. Ну и вот третья тоже Персаева, моя аспирантка, самая юная из них. И вот я настоял на том, что это пропустить, потому что там была русская литература, естественно, в основном. Но потом реально были, считали, сколько она метров пробежала, как она на этом... Ну, было, честно говоря, очень приятно. И то, что вдвоем они, милостивая, по-моему, фамилия физика, которая взялась им помочь. Это было очень интересно. Для меня вот оставило очень такое, знаете, хорошее впечатление. А тех, кто так же, как вы, в свое время решает нестандартным путем? Нет, тогда решал. Иногда... Вы встретили на этих чтениях? Вы знаете, очень хорошие ребята были. Они вот, я просто, мы не знаю, мы как-то скупо, наверное, писали эти оценки, и у нас в физике не оказалось ни одного на первом месте, потому что количество этих очков, ну, баллов не хватило. Ну, я не знал, просто я знал бы, что надо. Потому что мой аспирант один, ну, не буду называть, он пишет почему-то 0, 1, я всегда более либерал. Если человек что-то старается делать, ну, покажи ему, это спасительную, это, ну, да, поддержи его. А у них это почему-то, ну, самый молодой, который, ему кажется, что вот надо проявлять какую-то... Я не очень понимаю, во время экзаменов, я там председатель ГЕКВ, там, на горном этом факультете, я академик горных наук, так уж получилось. Так я там тоже всегда дипломантов поддерживаю. Потому что если человек выходит, раз он едет на риск, будет учиться, почему его не поддержать?
Извините, я чуть-чуть либерал, я думаю, что в этом плане, я думаю, это хорошее качество. Можно за что-то, есть вопросы принципиальные. Там нельзя, там надо требовать. А есть вещи, где можно. И вот здесь я большое удовольствие получил. Первый раз я вроде бы математическое. Потом я читал Колмогорова, сам. Это огромная фигура, огромный выдающийся математик. Он вот сегодня правильно Салбиев сказал. Я читал это в стихах. Он Маяковского искал математические эти формулы, по ним читали и так далее, и так далее. То есть по истории он отказался историей заниматься, потому что там, оказывается, в истории должны быть в исторических фактах 2-3 доказательства. А математика можно один. И он ушел, можно одно доказательство, и он поэтому ушел оттуда. Ну, мне очень, как фигура, хотя он, конечно, неоднозначная фигура, у меня самого там впечатления разные вещи по жизни. Не все просто было, не в простых вещах он жил, временах жил, но, тем не менее, это, конечно, достойнейший человек. Тамара Борисовна, вот еще лет 10 назад было в тренде, было модно становиться гуманитарием, юристом, переводчиком. Сейчас вы наблюдаете обратную картину? То есть знаете, любовь к математике, она проснулась? Да, вы знаете, мы это, в общем-то, я так сильно обобщать не смогу, такими цифрами я не владею. Вот. Но даже вот на примере нашей республики, и не только, потому что мы участвуем в разных семинарах, и онлайн, и так далее, и с Новосибирском, и Москвой, и Брянском. И, в общем, вы знаете, и государство же на это обращает внимание. Поэтому, насколько я знаю, на технические специальности уже лет 5-7 точно увеличено количество бюджетных мест. Государство повернулось лицом к этим специальностям. Ну, естественно, ребята откликаются. У нас много ребят, которые идут, ну, больше всего, конечно, на информатику, как бы на самые такое айтишные дела. Ну и в целом на инженерные специальности тоже ребята пошли, и девчонки, и мальчики. Это можно отметить даже без особой такой большой статистики, я ее не собирала. Но вот по ощущениям, по цифрам, по нашим ученикам, в том числе в республике, это заметно. Это искренний такой душевный интерес, или они понимают, что им сулит эта специальность какие-то выгоды, какие-то перспективы открывает перед Вы ними? знаете, я вам так скажу, я сама, в общем-то, человек наивный и не такой материалист, но даже я иногда им говорю: ребята, математика вас всегда прокормит. Потому что эта специальность, это наука, которая обогащает, она ум воспитывает. И технарь, он впишется в любую область. Он может работать в статистике, в экономике. В бизнесе. Везде, в бизнесе. То есть вот в этом смысле они, конечно, это как ученики, которые дружат с математикой, они это очень хорошо понимают и просчитывают. И это тоже хорошо, это плюс. Они видят и прогнозируют свое будущее. Математический подход во всем. Да, во всем, совершенно верно. Да. Вера Сергеевна, а как проходила вот подготовка к самой конференции? Ведь ребята, наверное, не один день провели. Подготовка, вы имеете в виду, как организовывается этот конкурс? И организовывается, да? И сами ребята, ну, чтобы вообще, участвовать в мероприятии такого уровня, должны пройти какую-то. Ну, поскольку у нас раз в год это мероприятие проводится, да. И сейчас мы его все-таки сдвинули вот на март и на каникулы, именно для того, чтобы все вот эти наши зимние ограничения, которые всегда возникают там со всякими заболеваниями респираторными, да. Карантинами. Да. Раньше это в феврале, ко Дню науки мы проводили. А сейчас мы сдвинули на каникулы мартовские, чтобы ребята могли спокойно принять участие, чтобы мы были уверены, что никаких карантинов уже в марте в конце не будет. Хотя с такой погодой, как сейчас, и сейчас это возможно. Вот. Что делается? Проводится заочная экспертиза, то есть присылаются работы, какое-то количество людей. Надо сказать, что в последнее время практически все работы, которые присылаются, они бывают допущены экспертами. Мы проверяем это на антиплагиат, точно так же, как взрослую работу, которая присылается. Вот. И комиссии по всем предметам, предметов у нас там дисциплин 6, это математика, физика, информатика, мат-моделирование, химия, биология. И вот второй год гуманитарные дисциплины. Вот как раз то, что Колмогоров и в лингвистике там много чего хорошего сделал, это факт. Вот, так что вот в секциях руководителей и члены комиссии — это все люди, которые реально занимаются наукой сами. То есть это доктора и кандидаты наук, и аспиранты, молодежь наша, которая во Владикавказском научном центре есть. Вот, проверяются работы, присылается приглашение участнику. Чаще всего участник где-то еще до этого времени принимает участие или в вступлении в науку с работой, или вот в СКГМИ проводится конференция «Шаг в будущее». То есть
это дети, которые в эту среду уже встроены, и они вот так вот от раза в раз принимают участие в различных таких вот конференциях. И потом оказывается у нас. Но в отличие от тех конференций, у нас обязательное правило – это участие в Олимпиаде по профильному предмету. То есть мы хотим посмотреть, а с какими ребятами работают учителя и работают научные руководители. И вот их знания по Олимпиадам последнее время явно показывают, что берут в своих наставники берут, скажем, своих юных коллег именно из тех, кто любит предмет и кто этот предмет знает на каком-то уровне. Так что таких вот прям вот провальных каких-то работ уж точно не было. И сказать такое, что вот ребенок вышел там, отрапортовал, а при этом у него пусто в голове, он ничего не знает по предмету, такого тоже уже давно нет. Поэтому вот просто в республике уже есть среда школьников этих классов с 5 по 8. 9, 10, 11 – это уже другая каста детей. В каком плане? Они те же самые, но им уже важно ОГЭ, им уже важно поступать в вуз, они уже думают о том, какую специальность и профессию выбрать. И с точки зрения того, что они выберут прямо сразу науку, не факт. Поэтому они пробуют себя, они развивают мышление, различные качества исследовательские, которые нужны. А уже в старшем звене они, в общем-то, уже пробуют себя в других таких более не то что даже серьезных, а более практических вещах, которые им помогут при поступлении в вуз. Это раз. Второе. Еще очень важный момент. Учителя очень хорошо работают со средним звеном. Они могут поставить задачу, они могут понять, как с кем работать. А вот старшее звено, там уже, конечно, хочется, чтобы научную задачу ставил, например, кандидат или доктор наук и так далее. Да? То есть человек, который исследованиями занимается, который может что-то сказать. Вот это звено, оно у нас еще пока пустое. Это надо признать, что мы еще не научились работать со старшим звеном так, чтобы в итоге получился исследовательский результат уровня 10-11 класса. Но вот у нас в последнее время с Министерством образования и науки очень тесные связи, и мы один из проектов, который совместно будем делать уже в следующем году, это проект «Академические классы». И вот там эта связка, и мы очень надеемся, что она будет более тесная, и вполне возможно, что ребята, которые в академических классах будут учиться, а это классы как раз по геофизике, по медицине, по биологии, по математике, по физике и по гуманитарным дисциплинам. Вот такие ряд направлений, которые Владикавказский научный центр может охватить совместно с профильным вузом. Вот вполне возможно, что вот эта вот верхняя ступенька, она у нас в калмогоровских чтениях в следующие годы будет более активно развиваться. Интересно про академические классы подробнее разузнать. Ну, пока это некий проект, Да. такой есть проект, московский проект, который отработан очень хорошо. Там 2 министерства отработали его уже начиная с 2018 года. Это Министерство образования, науки и высшего образования Российской Федерации и это Министерство просвещения. Создано уже несколько лет, существует целая огромная там такая бездна этих академических классов, причем встроены они в систему и предвузовской подготовки, и в систему научных исследований, исследовательской деятельности в научных институтах. Вот у нас пока есть опыт начального звена, то есть, скажем так, да, то есть наши сотрудники проводят какие-то школы, например, научные, вы знаете, биологи, наши медики проводили школы по биологии, и Южный математический институт, но это пока как некий факультатив, ни на чем не основанный, кроме как на самом предмете и на самом мероприятии. А сейчас без того, чтобы была еще какая-то базовая школа, допустим, и базовый предмет, и чтобы вот наши сотрудники могли оказывать и методическую поддержку, и содержательную поддержку предмета. Вот такого пока еще нет. И вот этот проект, мы надеемся, что будет реализован хотя бы как пилотный проект на каком-то одном профиле. Возможно, что это будет биология, может быть, и еще один проект, который очень реальный, то есть мы сейчас вот во Владикавказском научном центре видим это связано с генетикой, селекцией, сельским хозяйством. Мы тоже готовы вот такой класс открыть. Ну, то есть сейчас начнется работа, и работа эта начнется в рамках экспертного совета по науке, научно-технической инновационной деятельности, который создан при Министерстве образования и науки нашей республики. Возглавляет его Анатолий Георгиевич Кусраев, научный руководитель ВНЦ РАН. Так что нас ждет большая работа.
А мне интересно, откуда у вас это чутье? Вот в свое время вы когда инициировали эти чтения здесь, в республике, вместе с вашими коллегами, вы поняли, видимо, что мы в этом нуждаемся. Наше образование, наши дети в этом нуждаются. И сейчас вы, наверное, тоже понимаете, что самое время переключиться вот на эти направления точной науки. Вот как вам это удается? На что вы опираетесь? Ну, я честно скажу, что такой прогноз и такие вот способности видеть вперед на много-много лет, это способности, конечно, Анатолия Георгиевича. Именно он в 2003 году сказал, что надо что-то сделать такое, чтобы была наука. Тогда еще вообще никакой. Это сейчас калмогоровские чтения вроде как бы уже все и знают, да? А тогда вообще, тогда миллион было разных конференций. Очень много конференций, которые просто можно, ну, слово поставлено конференция, допустим, да, а там, в общем-то, от конференции, ну, так уж одно слово, да. А мы старались все-таки именно потому, что вокруг и внутри мы именно вот науки живем, мы знаем, какие проблемы, мы знаем это все изнутри. И мы не хотели создавать что-то чисто для рамки. Мы хотели детей внедрить в ту среду, в которой мы живем сами, понимая проблемы. И вот Анатолий Георгиевич тогда вот это предложил. То, что касается академических классов, конечно же, эта идея очень хорошая, и она в Российской академии наук тоже реализована, но реализована в виде базовых школ. Правда, проект этот немножечко так вот буксует сейчас, а проект академических классов очень хорошо работает. Ну и поскольку есть яркий пример, почему бы его не реализовать у нас? Я могу сказать, что наша республика достаточно талантлива и активна в разных направлениях. Вот даже по Ассоциации учителей математики, в которой более 130 участников, учителей математики сейчас присутствуют, даже из 83 регионов, в которых есть региональные отделения, в экспертизе учебников новых, которые вот сейчас выйдут с сентября месяца, как говорится, с колес, участвует всего лишь 6 ассоциаций. Из них одна – это наша. То есть наши учителя участвуют в экспертизе учебников как практики, которые вполне достойно представляют свою профессию. Ну, то есть мне кажется, что кадры решают все. Люди просто хорошие, собрались. Я дополню? Конечно. Вы знаете, вот я полностью, значит, солидаризируюсь. И, конечно, ВНЦ, наша лаборатория образования во главе с Верой Сергеевной, без них бы это не состоялось, это инициировано и так далее. Но я, как учитель, хочу все-таки поклониться нашим учителям математики, конечно, и всем остальным, но сейчас мы говорим о математической и физических специальностях. То есть это подвижники, несмотря на где-то психологическое выгорание, где-то на уже все-таки возраст. У нас средний возраст учителя математики и вообще учителя в России 55 лет и так далее. Несмотря на все трудности, и не только работая в математических классах, а работая на земле, как мы говорим, в Бесланской школе номер 4, в Архонской номер 2, на земле, как мы говорим, работая, эти люди, подвижники, они еще вот принимают участие в этих творческих процессах. Они готовят этих ребятишек, их надо видеть. Это вот мы просто вчера был праздник, вот в воскресенье был праздник. Эти лица, эти дети, и родители, и учителя. И вот и глубинка, и центральные школы, и профильные, и обычные. Я просто хочу, вот, пользуясь случаем, выразить всем им большую благодарность, потому что нас, конечно, объединяют с наукой, нас подпитывают, нас обучают, где-то чего-то мы не знаем и растем. Но если бы учителя не откликались, а у нас в профессии, знаете, халтурщики и, так сказать, ленивцы не задерживаются. У нас, если люди остались работать, то это все, это фанатики. Поэтому я вот сейчас хочу, пользуясь случаем, выразить всем благодарность за то, что они активно принимают участие в работе ассоциаций и во всех вот начинаниях, которые инициируются, в частности, ВНЦ и нашим Центром математического образования. Спасибо. Благодарю и вас за сегодняшнюю беседу. И мне кажется, что вот, глядя на вас, понимаешь, что в точных науках есть место и настоящей страсти, и убежденности. Спасибо вам. Спасибо вам за приглашение. Всего хорошего. Да, это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Увидимся совсем скоро и всего доброго. Все. Спасибо Большое вам. спасибо.